Непривычно шумное творчество для музея. Сегодня здесь сочетают несочетаемое – легкость нитей и жесткость гвоздей. Практически все посетители впервые знакомятся с популярным искусством стринг-арт. Тонкая веревка, нить или пряжа. Они обвиваются вокруг гвоздей, в результате чего появляются уникальные картины. Мастер Юсуф Аушев раздал участникам мастер-класса эскизы. Каждый выбрал, что себе по душе – снежинки, сердечки, смайлики, откусное яблоко. Гвозди, которые я им предоставил, они изначально немного затуплены, потому что вот эта ДСП, она из опилок склеенных между собой, и она так не трескается. А в данном же случае это высохшая фанера, и если бы эти гвозди были заострены, то в один момент вероятность того, что она бы просто треснула и гвозди выпали, очень велика. Многим из всего не нравилось, что гвозди тупые, потому что их забивать тяжело, а так, в принципе, все нравится. Стринг-арт своими руками требует внимательности и проведения тщательных расчетов. Главными инструментами в струнном искусстве выступают доска, эскиз, гвозди, молоток, нитки. Уровень забитых гвоздей, он должен быть одинаковый? Его плюс-минус выдерживать одинаково желательно, но с учетом того, что это первый раз, простите. А самые главные правила, которые нельзя нарушать в этой технике? Как сказать? Главное не спешить. Потому что это хуже же выйдет для тебя. Потому что когда спешишь, по-любому у тебя молоток слетит на пальцы. Это единственное, что я могу дать, вот как от себя совет. Потому что не первый раз пальцы отбивал. Впервые стринг-артом Юсуф Аушев увлекся 3 года назад. Сейчас он ученик 11 класса. Состоит в ассоциации ремесленников. Это его первый личный мастер-класс. В дальнейшем планирует открыть ИП и зарабатывать на любимом деле. Вот у матери день рождения, у меня осталась неделя, денег нет. И я вспомнил, что лучший подарок – это сделанный своими руками, как-никак. Я начал делать. У меня нету фотографий с собой, к сожалению. Там была картина «I love you», «I», сердце посередине, «you», мать Мадина зовут, и 18 в правом верхнем углу. Я ее делал дня 4, наверное. Это была самая первая картина. Я позвал соседа. 2 дня мы с ним просто до часу ночи сидели, забивали гвозди. И оттуда понемногу вот так пошло, я как-то понемногу начал пробовать разные картины. Стринг-арт как способ создания композиции был придуман в Англии еще в 16 веке. Из обычных гвоздей и ниток ткачи создавали потрясающие декоративные рисунки на дощечках, которые украшали жилища. Постепенно техника усложнялась и превратилась в популярный вид рукоделия. Изо-нить сегодня одна из самых малозатратных техник. По словам мастера, здесь особых знаний не требуется. Главное – желание. Некоторые участники мастер-класса уже наловчились, а кто-то отбил себе пальцы. Слышу впервые, узнал в основном из интернета. Не особо сложно, если немного приловчиться, а так очень даже интересно. Желательно красивее было бы, если бы на одном уровне были, но их я буду выравнивать постепенно, так как они не одного размера гвозди, поэтому так получилось. У меня, например, палец заболел. То есть ты все-таки ударилась? Да, один раз. В процессе беру гвоздик, и получается так, что я немного касаюсь своего пальца, поэтому немного болит. А сердце в технике стринг-арт почти готово. Диана Алешина опередила по скорости всех участников мастер-класса и уже в хаотичном порядке натягивает красную нить на забитые гвозди. Второй рукой, если получится, потихоньку спускаю вниз эти нити, которые уже есть. Окей. Хоть только закончу. Быть первой сегодня Диане не помешал даже перелом пальца правой руки, а для своей первой работы использовала вместо молотка новичков орудие мастера. Ранее я подобные картинки из ниток, как их я сама называла, видела в интернете, там в Инстаграме, в различных соцсетях. То есть это достаточно распространенное искусство. И я рада, что мне сегодня удалось попробовать сделать что-то самой. Уникальное искусство стринг-арт не только красиво, но и полезно. Нитевое ремесло способствует развитию абстрактного мышления, математическому представлению об углах, сенсорному развитию и эстетическому воспитанию. Диана Дударова, Исмаил Коригов. Новости 24.